Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Вечерняя Туа», в студии Юлия Барбакол. Сегодня у нас прекрасная ведущая телеканала ТУА-24 Алдынгыз Буян. Здравствуйте. Я вам поаплодирую. Ну, у меня, как всегда, традиционный вопрос. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Меня зовут Алдынгыз Буян. Я мама двоих детей, жена военнослужащего. Мне 31 год. В телевидение я пришла буквально недавно, в мае будет год. Спасибо. По вам не скажешь, что вы мама двоих детей, что вам 31. На самом деле, я думала, вам лет 25. Почему именно сфера журналистики? В журналистику, на самом деле, я попала случайно. Я сама парикмахер, универсал, то есть и мужской, и женский. И мне как-то это все надоело, тем более вот с ограничениями, с этими, с коронавирусом. Мой муж купил мне парикмахерскую, я там работала примерно год. Потом мне все это наскучило, и я захотела серьезной работы. И наш уже бывший коллега, тогда еще Ангыр, предложил мне работу журналиста. Он говорит: приходи, попробуй. Ну, я долго не решалась, потом все-таки решила прийти, и в итоге работаю уже. Вот такое тоже бывает, оказывается, от парикмахера до журналиста. Совсем разные сферы деятельности, если подумать, да, тут сфера красоты, а тут сфера уже публичная, можно сказать, да. Первое время вам было сложно? Первое время, да, было сложно. Ну, сложно в том плане, что я вообще была не информирована. То есть в политике, в экономике. И мы, журналисты, мы должны следить за новостной лентой ежедневно. Каждый день его мониторить в социальных сетях или федеральные каналы. То есть раньше в моей жизни этого не требовалось. А сейчас мне пришлось переваривать новую информацию каждый день. Вот только в этом. А потом, естественно, все это как-то пошло, полетело. Прекрасно. И, на самом деле, вы парикмахером хотели быть еще с раннего детства, получается? Это прям мечта-мечта, или же у вас была другая какая-то наивная мечта детства? Нет, на самом деле парикмахером я пошла осознанно, выучилась на него, и мне нравилась эта работа. Я до сих пор стригу своих друзей, детей, их детей, своих детей. Но прям так, что хотела быть когда-то парикмахером, нет. Это тоже произошло как-то. А если не секрет, кем вы хотели стать в детстве? Вообще я всегда хотела быть адвокатом. Адвокатом. Ну, а почему так не случилось, как вы думаете? Жизненные обстоятельства. Журналистика, на самом деле, сейчас она такая, мне кажется, востребованная такая сфера деятельности, и с какой-то стороны очень сложная. Допустим, в 3 часа ночи произойдет какая-нибудь тьфу-тьфу-тьфу беда, да, или какое-нибудь происшествие, вам приходится вставать. У вас бывали такие случаи, когда вот вы спите, и вам звонят и говорят: Алдынгыз, приезжай срочно? У меня был случай такой, когда я только пришла на работу, и мне в 11 вечера, ночи, позвонил главный редактор и сказал, что завтра я выезжаю тогда еще в Рио главы ТВ Владиславом Ховлыком в командировку в Агдовурак. Тогда у меня болел очень сильно зуб. Вот, наверное, форс-мажор был только тогда. Но я выехала. На утро в 5 утра мы выехали отсюда. То есть в 11 я узнала, в 5 утра мы выехали. Тогда еще информационное поле для меня было очень далеким, но я справилась. Также у ведущей телеканала должна быть очень красивая речь. Вы чему-то обучались раньше, допустим, ораторскому искусству? Ораторское искусство я проходила у Сюзанны Оржак. Ну, опять же, здесь на работе. У нас были пару лекций. А до этого моя речь поставлена хорошо, я думаю, только потому, что я много читала в свое время. В школы, еще до детей, пока не было декрета, вот этих всяких соплей, слюней. И, в общем, я очень много читала романов каких-то, в основном это русская классика. Вы знаете, можно сразу определить ведущую телеканала и тамаду, допустим, да? Вас тоже специально этому обучают. Допустим, там же есть в конце красивые словечки, там с вами была Алдынгыз Буян и оператор там, Буян Оржак. Такие слова, они прям слышны и понятно, что это прям новости. А когда тамада что-то читает, там прям уже праздничное настроение. Вас, получается, тоже обучают такому манере речи, да, можно сказать, или это по-другому зовется?
Ну, это стандарт такой новостной. То есть, когда мы в конце новости озвучиваем имена Алныкыз Буян, Буян Оюн, Буян Салчак, Тува-24. Первое имя – это имя корреспондента. Второе имя – это имя оператора. И третье – это тот, кто монтировал. Ну, Тува-24, естественно, это сам канал. У вас были моменты, когда, ну, вот, честно говоря, сколько раз вы перезаписываете съемку, ну, запись, да, или новости? Допустим, новости нет, мы их не перезаписываем. Допустим, когда мы читаем закадровый текст, стендап там, допустим. Закадровый текст мы можем, ну, тоже бесконечное количество раз переписывать, но у меня такого не было. Допустим, я читаю и все. А потом, если нужно будет, монтажер это все порежет. Поэтому я не затрудняюсь в этом. А по поводу стендапов, вот конкретно сегодняшний мой стендап мне дался почему-то трудно. Я его записывала 7 раз. А до этого были перезаписи, допустим, 2-3, ну, не больше. Вот сегодня я побила свой рекорд. Есть же такие люди, которые собирают свои такие ошибочные моменты. Вы делаете такие там видосы? Конечно, я не видео я делаю. Я просто смотрю новости, свои сюжеты пересматриваю, отмечаю их своим хэштегом, чтобы смотреть, вот, допустим, вчера был такой сюжет, а мы эти темы перерабатываем, ну, каждый год. То есть каждый год одна и та же новостная лента. И если весной это клещи, допустим, да, зимой это лед, заморозки какие-то, то ты сравниваешь. Вот тогда я так говорила, значит, тут нужно что-то добавить или лучше этого не говорить. Ну, сравнение идет все равно. Или, допустим, у своих коллег я смотрю сюжеты и также рассуждаю. Вот здесь хорошо сказала, здесь вот у нее были ошибки. Ну, так же, как и они меня оценивают все равно. Так или иначе, оценка идет постоянно. Итак, самый смешной случай за год вашей работы в сфере журналистики? Самый смешной? Да, вот что вам запомнилось? Может, вы там случайно упали, или что-то там прям случилось такое смешное, и это вам прям реально запомнилось? К сожалению, таких форс-мажоров не было, потому что вспомнить нечего. Но я помню первую запись эфира новостей. Я сидела в желтом костюме, в белой рубашке, и у меня руки вот так вот стояли, и я смотрела, читала новости, которые до этого я перечитывала вот так вот, и не понимала, что я говорю. Я вообще правильно говорю или неправильно? У меня вот, наверное, вот это. Я чувствовала, как мои щеки краснеют. Мне было жутко некомфортно. Ну, наверное, потому что был первый опыт. Потом со временем стало легко, на самом деле, да? Ну, я не скажу, что легко. Допустим, если мы записываем новости, это ты находишься в кадре, ты знаешь, что тебя снимают, и это все равно это стресс каждый день. Ты все равно каждый день переживаешь, как ты выглядишь, или ты не так сказал. И когда ты это переписываешь, некое давление идет не только от того, кто записывает, да, с тобой, но и от самого себя. Вот ты опять косячишь. Ну, то есть самокритика постоянная, постоянная самокритика. Очень-очень понимаю. Мой бедный оператор Буян Салчак, прости меня, что я иногда вот так вот себя веду, да. Ну ладно. Знаете, сейчас очень много людей, мне кажется, особенно молодежь, они стремятся быть журналистами, потому что очень много факультетов, да, создаются сейчас именно журналистики или направления журналистика. Допустим, у нас вот в ТУГУ недавно тоже открылся профиль журналистика. И что вы можете им пожелать, что вы можете им сказать, посоветовать? Ну, конкретно новым журналистам, наверное, просто желание работать, и все. А тем, кто хотят поступить, допустим? Читать. Читать, смотреть новости, и все. Так, ведущая, и то есть вы читаете новости, разговариваете, и главный ваш акцент на язык получается, да? Ну, я вообще всегда была русскоязычной, сколько я себя помню. Я выросла в детдоме, и меня растил отчим, казах. И вот именно он и приучил меня к чтению. А вот человек, который пишет, допустим, это уже другой, да, получается? Или
Это уже другие, да. У них и стиль другой, и формулировка сюжета тоже другая. Мы, допустим, смотрим, выстраиваем новости сначала то, что говорит ведущий в кадре, в новостях. Потом мы говорим свой закадровый и вставляем какие-то синхроны. И вот это все, это как режиссерская работа. Журналист, он все равно режиссер такого маленького кино, которое смотрят все, которое нужно всем, для всех социальных уровней жителей и всего такого. То есть будь ты политиком или будь простым гражданином. Новости она разная. Это пенсии, это политика, экономика, это болезнь. Охватывает все. Сейчас также актуальны уличные опросы. Вам страшно подходить к нашему народу с микрофоном, да? Это очень хороший вопрос. Я рада, что вы его задали. Опросы журналисты не любят у нас, потому что жители очень трудно идут на контакт. Для того, чтобы жизнь наших жителей была лучше, жителям нужно говорить на камеру, потому что мы, журналисты, не можем за вас говорить, что вам не нравится, что нравится. И когда мы ходим по Арбату, излюбленное место всех журналистов, и всех телеканалов и блогеров, мы все пытаемся подходить к жителям и задавать им какие-то вопросы, это социально значимые или просто любопытные вопросы, опросы какие-то. А жители бегут от камеры, как будто к ним дуло пистолета поставили. И это на самом деле очень большая проблема. И хотелось бы обратиться к жителям, пользуясь случаем, особенно к молодым. Всегда высказывайтесь, не бойтесь камеры. Если у вас своя точка зрения, не пишите это в Инстаграм в комментариях. Говорите это на камеру журналисту. Тогда он вам поможет. Я вас отлично понимаю. Ходишь по Арбату, там зимой, холодно, все бегут от тебя, как будто ты самый страшный человек в этом мире. Призываем вас не стесняться камеры. Это очень-очень важно. Ну, а я, в свою очередь, предлагаю вам зачитать сегодняшний мой текст, который у меня лежал под подушкой. Просто так появился внезапно. Сюрприз. Да. Это как раз про заседание архивистов. Попробуйте зачитать. Как раз там есть мой стендап, который я перечитывала. Не перечитывала. Стендапы – это когда журналист в кадре, он заучивает эту фразу и потом говорит. Почему-то я очень сильно волнуюсь. Знаете, для меня вот быть ведущей хобби, нежели чем что-то прям важное. Кстати, блогерство и журналистика именно этим и отличаются, что блогерство идет конкретно из души, из мыслей твоих, да, а журналистика – это конкретно вот работа с каким-то определенным материалом. И этот материал, он абсолютно разный. Да, поэтому… Так, а что мне читать? Начните где с ЗК. ЗК. Я в ТикТоке, да, смотрела всякие ролики, где они читают, обычные люди читают новости, поэтому не страшно. Я надеюсь на вашу поддержку. Так, без подготовки сразу же читаю, да. Участники встречи отметили, что не хватает помещений для хранения документов, мало и оборудований в архивохранилищах. Каждый день поступает множество запросов, специалисты не успевают отвечать. Это говорит о нехватке кадров. Все? Ну, давайте вы прочитаете, я как ученик послушаю своего учителя. Участники встречи отметили, что не хватает помещений для хранения документов, мало и оборудования, и в архивохранилищах. Каждый день поступает множество запросов. Специалисты не успевают отвечать. Это говорит о нехватке кадров. Ну что, дорогие наши телезрители, сегодня с нами была прекрасная ведущая Алдынка Избуян. Что бы вы хотели пожелать нашему подрастающему поколению? Я желаю подрастающему поколению, чтобы они не боялись высказывать свое мнение, и чтобы они говорили о нем всегда. И главное, чтобы это мнение было объективным. Спасибо. С вами была Юлия Барбакол, Алдынка Избуян, программа «Вечерняя Това». До новых встреч в продуктивной неделе. Добро пожаловать на наш телеканал, который развивается не по дням, а по часам. Лев, что там стоишь? Давай заходи. Мы не растем и не развиваемся. Наш канал терпит колоссальные убытки. Завтра приезжают федеральные эксперты. И если мы не переживем эту неделю, то наш канал закроют. Зашибись.
Всем привет! Меня зовут Эмина. Я знаю, как провести идеальный вечер. В понедельник я смотрю вечернюю Туву, где Юля Барбаков знакомится и общается с интересными людьми Тувы. А в четверг я со звездными гостями блещем умом, разгадывая загадки ведущих. Вот тебе расписание на идеальный вечер.